Ассаляму алейкум. Здравствуйте. В эфире телеканала «Миллет» программа «Стратегия развития». И сегодня мы говорим о развитии всего Крыма. А в гостях у нас председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленур Абдураманов. Ассаляму алейкум, Ленур бей. Хош келдіңіз. Алейкум салям. Ленур Азизович, какое количество национальностей в Крыму и какое число крымских татар проживает в республике? Расскажите, пожалуйста. Да, по последним статистическим данным той переписи населения, которая была в 2014 году проведена, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что около 175 национальностей проживает в нашей республике. И, конечно же, одно из важных мест и больших, конечно, занимается крымско-татарский народ, который проживает в республике и занимает третье место по численности населения. Ленур Азизович, о каких позитивных изменениях в местах компактного проживания крымских татар вы можете рассказать за 2018 год? Безусловно, одной из важных и главных задач, которые стоят перед комитетом, взаимодействие со всеми нашими межнациональными отделами межнациональных отношений, администрацией городов и районов, и тех программ и задач, которые стоят, это же, безусловно, обустройство мест компактного проживания. Большое количество, конечно, в этом плане есть и обращений граждан, и вообще отмечается тенденция в целом о том, что это одна из приоритетных задач. Почему? Потому что на протяжении многих лет, конечно же, вопрос обустройства, он всегда был, как говорится, от выборов к выборам, это уже не секрет, да, и вопросы, которые стоялись в практической плоскости, они практически не решались. И вот тут уже, конечно, по итогам вступления, да, Крыма в Российскую Федерацию эти вопросы самым активным образом начали развиваться. И на сегодняшний день уже по итогам 2018 года можно сказать о том, что часть объектов, которые запланированы в рамках программы ФЦП и выделенных средств, конечно же, уже реализовано. Это в том числе и было дошкольное учреждение, было детский сад открыт на 260 мест в микрорайоне Фонтаны. Дом уже сдан в городе Керчи 72-квартирный, который мы планируем в начале уже весны передавать уже ключи и согласно очередности, которая есть по городу Керчи, уже реализовывать. Кроме того, конечно, у нас большое количество линейных объектов проведено. Это порядка 37 километров у нас идет завершение строительства газоснабжения в ряде микрорайонов, электроснабжение порядка 19 километров. Кроме того, водоснабжение около 8 километров и канализация порядка 3,5 километров. Конечно же, можно сказать так, не в полном объеме реализовано с перенесением на 2019 год, однако эта работа продолжается, и в любом случае мы те объекты, которые при формировании федеральной целевой программы, приоритетными задачами, которые вошли, а их порядка 75 объектов, конечно же, планово мы будем их реализовывать. Какой из регионов Крыма считается наиболее густонаселенными крымскими татарами? Прорабатывая наши программы и больше всего, где мы анализируем места компактного нашего проживания, а это статистические данные, на основании которых, конечно же, формируются и программы, в том числе, мы можем отметить, что наиболее многочисленными микрорайонами, где проживает крымско-татарский народ, являются, конечно же, Бахчисарайский район, Кировский, Белогорский район, Ленинский район. На мой взгляд, это основные такие, где большинство расположено и проживает крымских татар. А какова ситуация с выделением земельных участков для крымских татар? Существуют ли проекты планировки территорий этих регионов? Наряду с тем, что вы обозначили в самом начале, конечно же, вопрос обустройства и незавершенные вопросы по оформлению земельных участков, части, касающиеся так называемых полян протеста, это организованная работа Советом Министров, и координатором которого является наш комитет. По итогам 2016 года было, выведено постановление Совета Министров, так называемый 169, в рамках которого в полномочия комитета было по наполнению как раз-таки создания реестра и наполнению его по лицам льготной категории граждан, которые также входят участники полян протеста. И по итогам проинвентаризированной и проделанной этой работы порядка 8 тысяч лиц, определившихся с выбором земельных участков, были внесены в так называемую АИС-земля, которые на сегодняшний день рассредоточены в муниципальных образованиях, там, где расположены поляны протеста. И
отмечается тенденция, что, например, там, в Симферопольском районе уже практически выходит на так называемый, ну не то что финишный, но уже максимально прозрачный. Видно, что в целом эта приоритетная работа по прозрачности однозначно стоит у нас главным моментом. Но, допустим, по Симферопольскому району мы уже видим плановую работу, то есть системную, да, работу, где уже конкретно муниципалитеты знают количество участников, знают количество земельных участков, которые им необходимо. Ну и один-два проблемных вопроса, которые в какой-то части мешают реализацию. Однако системность там уже видна. Есть у нас также проблемные районы, это город Ялта, где, конечно же, есть вопросы по претензии третьих лиц. Более-менее ситуация у нас уже в Судаке, понятно. Вот. Поэтому на сегодняшний день, что хотелось бы отметить, что в самом начале это порядка 4000 были выделены земельных участков. На сегодняшний день 1262 уже приказы готовы также из тех, кто были выделены. Поэтому практически уже вот из тех первоначальных, кто было выделено, они уже завершают оформление земельных участков. Но в то же время хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, поскольку с учетом вот нашей работы, которую мы уже проводим, учащаются значит, несоответствия лиц и граждан, участвующих в этих полянах протестов, находящихся в реестрах, в соответствии с данными и теми, которые есть. На сегодняшний день, вот уже буквально сегодня было внесено изменение в распоряжение о комиссии нашей земельной, организованной при Совете Министров. И буквально со следующей недели мы начинаем полную инвентаризацию и приведение в соответствие всех полян протестов, которые существуют сегодня в республике, для актуализации и понимания, подтверждения каждого гражданина правомерности нахождения его в реестре, поскольку на сегодняшний день большое количество граждан также усматривается, что выдерживали все возможные порядки и требования для получения земельного участка, но по каким-то причинам не были внесены в этот АИС земля. Поэтому сейчас у нас максимально до 20 апреля стоит задача, которую мы должны выполнить максимально для проверки всех полян протеста. Ленур Азизович, а как реализуется программа, направленная на благоустройство жизни крымских татар и других реабилитированных народов? Ну, это как раз-таки одна из тем, которых вы вот отмечали ранее, то, что касается обустройства. Значит, у нас в этом году мы совершенно меняем концепцию вообще взаимодействия с муниципальными образованиями. Именно что имеется в виду, что сейчас совместно с муниципальным образованием в тех местах, где находится у нас МКП, администрации районов и, соответственно, курирующие замы, которые курируют межнациональные отношения, должны предоставлять с выездом концепцию развития тех или иных МКП. Что это имеется в виду? Об этом не раз уже отмечал глава республики Сергей Валерьевич Аксенов, о том, что максимальное удобство проживания граждан, в том числе, в частности, МКП, должно быть максимально комфортным. Поэтому сейчас мы анализируем полностью от инфраструктуры, от того, как ходит транспорт в эти места, удобно ли это все для граждан. И, конечно же, как сказать, важным здесь является мнение общественное мнение и активных граждан, которые сегодня представляют эти места компактного проживания, поскольку они именно основываясь на их мнении. И теперь каждый из них, вот мы, если замечали, выезжают сейчас на совещаниях, и представители общественности тех или иных МКП участвуют уже на наших рабочих совещаниях, для того, чтобы они доносили до общественности и четко и ясно понимали, в каком направлении мы двигаемся, какие мероприятия запланированы и что будет в какие сроки реализовано. А какой из регионов Крыма является самым успешным в развитии ФЦП? В частности, что касается инфраструктуры, мест компактного проживания крымских татар, в каком есть нарушение сроков реализации программы и почему? Какие решения приняты? Конечно же, я не могу выделять, кто лучше, кто сейчас лучше, поскольку для меня главным является то, чтобы граждане максимально были обеспечены и чтобы на них не сказывались те бюрократические или какие-то проблемы, потому что это их не интересует. Людям главное, чтобы вот школа работала, дорога была, транспорт ходил, все такое. Поэтому для меня все равны, я за всех переживаю. И весь коллектив точно так же в своей работе мы переживаем за каждого
за каждый микрорайон и место, где проводятся наши мероприятия. Поэтому, конечно, в какой-то степени кому-то в силу там недобросовестных подрядчиков или неправильного принятия управленческих решений не совсем повезло, можно, да, будет сказать. Но, однако, мы, как говорится, каждый все равно вопрос держим на пульсе. Поэтому, ну, допустим, есть проект в город Керчь. Но вот единственное, ну не единственное, а вот одни из первых, они реализовали это момент, как бы вроде самое наименее места компактного проживания, но успешно реализовался дом по строительству 72 квартир. Вот, поэтому есть у нас объекты, которые, конечно, максимально были в том же Исламбее, в Евпатории, за которым мы точно так же постоянно день и ночь переживаем и стараемся, чтобы все-таки эти объекты, те подрядчики и те строители, которые зашли, мы их совместно, конечно же, с администрацией города, можно так сказать, вытягиваем в хорошем понимании, поэтому там максимально было строительство. Но, однако же, опять на основании этого примера, как бы в силу того, что даже если там по каким-то причинам реализация объектов на какое-то время прекратилась в силу спорных там судебных разбирательств, мы сегодня активно совместно с администрацией проработали на этот период по альтернативности решения этих вопросов, и в том числе строительство и дошкольных, и школьных учреждений. Поэтому здесь, конечно, важный каждый объект, который строится сегодня в Крыму. Ну и очень сильно надеемся, что максимально в этом году мы наверстаем все, что не было реализовано, да, в 2018 году. Иншаллах, думаю, все получится в этом плане. Иншаллах. Получение вида на жительство гражданами из числа реабилитированных – одна из острых проблем, так скажем. Каковы пути ее решения? В чем трудности возникают? Здесь как бы вот из тех вопросов, которые вы обозначали, можно видеть какую-то уже положительную тоже динамику. Это, конечно же, благодаря совместной работе и нашего депутата Государственной Думы Руслана Исмаиловича Бальбека, который впервые вообще эту тему начал прорабатывать и успешно ее на законодательном уровне, даже на самом высоком федеральном уровне, а сейчас это уже на республиканском уровне прорабатывается. Поэтому сейчас совместная работа проходит, и о чем я говорю. То есть само обращение граждан, оно заметно уменьшается. И видно это если когда я пришел год назад к работе, то это было одним из острых вопросов, которые обращение граждан. На сегодняшний день есть уже четкое понимание, есть четкая системная работа, отработанная с нашими коллегами из МВД, как на федеральном уровне, а также на уровне республиканском. И буквально у нас недавно было совещание совместное, видеоконференц-связь с нашими муниципальными образованиями. Если коротко, то те списки, которые были до Нового года нами совместно сформированы и направлены в МВД, это порядка 812 человек. На сегодняшний день уже половина из этих граждан уже документирует на разных этапах, но уже зашли в процесс легализации и документирования своих документов. В том числе хотелось бы отметить, что на сегодняшний день главная задача, которая была поставлена и что было для людей очень важно, чтобы не выезжать, не делать выезды и заезды. То есть на сегодняшний день со всеми просроченными документами территориальные органы ФМС ставят на миграционный учет для того, чтобы дальше уже оформлять проблемные вопросы. И поэтому сегодня уже по каждому человеку, по каждому члену его семьи, если есть какие-то вопросы, то отделы ФМС на сегодняшний день в полном контакте с нашими представителями на местах. И сегодня, пользуясь случаем нашей передачи, я точно так же хотел передать всем гражданам, которые имеют такую проблематику на сегодняшний день, не боялись, шли в органы ФМС и оперативно вставали на миграционный учет, поскольку это очень важно, и это первый шаг для того, чтобы они уже документировали себя спустя столько лет, когда эта проблема большая для них была, что дает, конечно же, в дальнейшем уже становиться полноправными гражданами и реализовывать и получать полный социальный пакет того, который сегодня в Российской Федерации существует. Говоря уже на эту тему, хотелось бы узнать, какое число крымских татар получили справку о реабилитации и почему многие сталкиваются с проблемой получения этой справки? На сегодняшний день можно говорить о том, что уже порядка 39 тысяч, где-то чуть меньше, чуть больше, я могу, может быть, ошибаться, уже получили, значит, справки о реабилитации долгожданные и, конечно же, имеют уже возможность оформления льготных пособий, необходимых в связи с реабилитацией. Кроме того, хотелось бы отметить, что, конечно же, в связи с тем, что
большинство наших граждан в Узбекистан были депортированы, и большинство документов у многих были утеряны. Были, как говорится, очень старшее наше поколение, конечно, в силу жизненных обстоятельств не сохранилось какие-то документы. Плюс к тому, что только сейчас более-менее наладился очень хорошее взаимодействие с республиками Средней Азии. Все эти моменты, конечно, накладывали свой отпечаток на то, чтобы оперативно можно было взаимодействовать и получать гражданам нашим реабилитет. Но, несмотря на это, все-таки уже очень сложная фаза, она как бы уже позади. На сегодняшний день все механизмы отработаны. Приблизительно в месячные, чуть больше, может быть, месяца, все-таки мы уже получаем эти справки, те запросы, которые мы содействуем делать. Здесь тоже уже определенная положительная тенденция есть. И говоря о том, что какие были сложности, конечно, в большей степени это ошибки в документах очень большие, которые нашим, как говорится, нашему народу тяжело было понимать, почему так, вот так записали, что я еще должен идти в суд и что-то делать. Но, несмотря на это, конечно же, нашими специалистами, и мною неоднократно, мы всегда идем навстречу, показываем, каким образом можно решать эти вопросы. Если это необходимо в судебном разбирательстве, наши специалисты дают и тут разъяснения. Если нет, то на местах, конечно же, большая работа проводится со справками реабилитации на местах, то есть там тоже очень взаимодействует. Ну, как бы в этой части я тоже думаю, что уже в ближайшее время все нормально. Ускорился, да? Совершенно. Какое количество школ, классов и детских садов с обучением крымско-татарского языка по республике? На базе общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения открыты классы с крымско-татарским языком. Это порядка сегодня 27 школ где-то в республике. У нас 126 классов, ну и порядка чуть более 1800 учащихся. Если в целом говорить о том, какое сегодня возможность обучения, то это где-то порядка 32 тысяч учащихся, которые в той или иной степени там, факультативное или внеурочное время могут изучать крымско-татарский язык. Изучение родного языка у нас сегодня в тренде, поэтому молодежь очень активно в этом плане идет. Что внимание к языку очень большое, что желание у людей и у родителей, чтобы их дети обучались на крымско-татарском языке, большое, поэтому наша основная задача, чтобы отслеживать все моменты и максимально оказывать содействие, чтобы право родителей на обучение их детей на родном языке ни в коем образе никогда не было нарушено, или же там кто-то им мешал в реализации этого права. Да, это очень важно. Ленур Азизович, известно, что Государственный комитет по делам межнациональных отношений депортированных граждан тесно сотрудничает с национально-культурными автономиями и объединениями Крыма. Какую совместную работу вы проводите? Одно из важных, конечно же, направлений — работа с нашими национально-культурными объединениями. Как я уже говорил, порядка более 170 у нас национальностей в Крыму. И, как говорится, солнце светить всем должно одинаково, без исключения, и каждый народ хочет развиваться, сохранять культуру и традицию. И наша задача, как органы исполнительной власти, конечно, в этой части оказывать максимальное внимание. Если говорить за 2018 год, более 300 мероприятий было проведено, где-то порядка 67 мероприятий было с материальной точки зрения и с технической стороны было оказано внимание национально-культурным объединениям, проведение тех или иных мероприятий. Конечно же, мы здесь никого не исключаем в порядок, утверждающий план заданий и тех мероприятий, которые ставятся и в этом году. А год этот у нас вообще особенный, он юбилейный, начиная от Крымской весны и всех тех мероприятий, которые в этом году запланированы, и 5-летний указ президента о реабилитации народов, и 75-летняя годовщина депортации народов. То есть очень знаковые. И вот буквально первые, с чего мы начали, это 22 февраля, вы были свидетелями того, как мы совместно с Министерством внутренней политики, а также с Федеральным агентством по делам национальности была открыта фотовыставка «Крым про героев». Это уникальный тоже проект, который позволял всем нам совместно с национальными культурными объединениями, которые представили своих героев, как современных, как и сегодня которых нету, поделиться со всеми своими героями в плане того, что показать и будущему, и настоящему нашему поколению о том, какие были герои по национальности, и что их никто никогда не делил, поскольку они все были на то, чтобы защищать свою родину. Презентация книг про
была у нас на базе Госкомнадзора, медиацентр в этой части очень активно сейчас работает, презентует все те книги, газеты, которые сегодня издаются, максимально для того, чтобы каждый народ, который друг с другом по-соседски живет, знал, чтил, понимал, уважал. В продолжении этой темы хотелось бы спросить. Республика Крым – территория межнационального согласия. На что направлена эта государственная программа? В чем ее особенность? Это как бы настольная книга наша, которая в республике принята. Наша главная программа, в рамках которой реализуется большое количество мероприятий и обустройства, и издания, и культурно-массовые мероприятия. Особенность ее в том, что, конечно же, вот те, опять же, если говорить об обустройстве и улучшении качества жизни, все те программы федеральные, целевые, которые, конечно, по своей численности имеют массового характера строительства тех или иных объектов, нам, конечно же, в этой части удается, пока строятся эти объекты, уже сегодня реализовывать. А что я имею в виду? То есть мы сегодня уже имеем результаты, что за вот эти пятилетия, что порядка 500 семей уже обеспечены в рамках этой программы выкупом жилья, да, там, допустим, получением материальной помощи на достройку жилого дома, да, индивидуально. То есть это те процессы, которые сегодня изо дня в день сделаны. Не каждый этим может похвастаться, что люди сегодня уже в муниципальных объединениях, в муниципальных образованиях получают собственное жилье. Да. То есть, несмотря что существует очередность и строится в этом или том или ином регионе федеральная целевая программа. Кроме того, конечно же, это те гранды, которые мы сегодня успешно тоже реализуем, опять же, в рамках работы с национально-культурными объединениями, которые тоже имеют свою особенность, поскольку те проекты, которые предлагают национальной культурной автономии, которые выигрывают в рамках этого гранта, конечно же, позволяет им где-то улучшить свою материальную базу, где-то открыть какой-то туристический объект, который позволит нашим гостям, туристам знакомиться с национальной и культурной традицией народов Крыма. Кроме того, конечно же, есть издания исторические, на котором сегодня также очень много заявок. В этом году у нас вообще побили рекорды, то есть более 70 заявок у нас на издание книг народов, которые проживают в Крыму. Поэтому работы очень много, мы стараемся и надеюсь, что все максимально будем исполнять в этой части. Ленур Азизович, расскажите, каким образом комитет взаимодействует с религиозными организациями с целью сохранения межконфессионального согласия в Республике Крым? Очень важный вопрос. Вот буквально сегодня, после буквально совещания сегодняшнего приехал к вам на эфир. Сегодня у нас также как раз была актуальная тема. Мы с вице-премьером Дмитрием Анатольевичем Полонским проводили большое расширенное совещание с нашими муниципальными образованиями, с представителями курирующих межнацоотношения. И один из вопросов, конечно же, который у нас очень важен, который ряд имеет поручений главы республики, это, конечно же, оформление наших культовых сооружений, которые сегодня находятся в Республике Крым. Поскольку хотелось бы отметить, что буквально до вхождения Крыма в состав Российской Федерации эти вопросы были не урегулированы, и порядка, там, я не знаю, 4 или 5 мечетей были всего лишь оформлены в Крыму. Сегодня это также уже обрело системный характер этого проблемы вопроса. Мы, как комитет, я лично сам очень плотно мы взаимодействуем с Духовным управлением мусульман Крыма, с епархией. В большей степени у нас, конечно, сейчас очень много вопросов. Это порядка 300 объектов, которые сегодня находятся по Крыму, которые на разной стадии реализации, оформления. Для нас очень важно, поскольку духовная составляющая, она все-таки является важным, поскольку объединяет наши народы. И то, вокруг чего мы собираемся, это, конечно, наши культовые объекты. То, где каждый из нас может прийти, поклониться своей вере. И это вообще является духовным таким объединяющим фактором для всех народов. Поэтому нам очень важно, чтобы мы все это оформили в итоге, и в этой части у нас было все хорошо. Поэтому мы системно выстраиваем сейчас работу. У нас каждым муниципалитетом определены четкие наличия, сколько культовых объединений, какие средства для этого предусмотрены, дорожные карты, для того, чтобы мы вот сегодня договорились в этой части, что буквально будем в каждую неделю или в 10 дней сверять с нашими муниципалитетами в этой части работу, и нам будут четко докладывать. А я, соответственно, буду уже с Духовным управлением мусульман Крыма
взаимодействовать и докладывать в свою часть, как идет работа в этой части. В этом году Крым отметит пятилетие подписания президентом указа о мерах по реабилитации. Каково, на ваш взгляд, самые значимые достижения в части реализации этого указа? И какие приоритетные задачи еще предстоит выполнить? Самое главное, что это состоялось. Самое главное, что историческая справедливость в нашей жизни народов Крыма, которая у нас сегодня происходит, 21 апреля 2014 года произошло. И, конечно же, после этого, когда была полная реабилитация народов, а это означает, что восстановление во всех правах, которые пострадали наши народы, главными нашими задачами, которых мы вот в процессе сегодняшнего нашего с вами обсуждения обозначили, это и обустройство, и издательство, и получение справок реабилитации, всех этих моментов. Безусловно, есть много еще вопросов, над которыми нужно работать, но самое главное, чтобы мы максимально понимали о том, что это произошло народам, проживающим в Крыму, в хорошем понимании. Делить нечего, что нам только нужно жить и процветать, и развиваться, как говорится, в едином порыве, и совместно решая те или иные проблемы. Позитивными, конечно, очень много моментов есть, и отмечу то, что и строительство соборной мечети наконец-то произошло, и она уже, мы с каждым днем видим и просто мечтаем уже, когда мы уже скоро придем в нее, посетим ее. Кроме того, конечно же, в целом и государственный язык есть уже закреплен в Конституции, ну и другие многих вопросов. Ленур Азизович, как вы считаете, чем наша республика отличается от других многонациональных регионов Российской Федерации? В чем особенность, как вы считаете? Как сказал один философ, наша разность — это наша особенность, да? Поэтому, как мы отмечали, конечно же, наша многонациональная республика — это вековые традиции совместного проживания народов, которые у нас здесь живут. И, как если говорить уже на современном этапе, конечно, у нас есть 3 государственных языка. Вот, и последние социологические опросы, которые были озвучены руководителем ФАДН Игорем Вячеславовичем Бариновым на встрече главы республики, на встрече о том, что социологический опрос 2018 года показал о том, что за последний год межнациональные отношения имеют положительную динамику, имеют высокий уровень доверия к органам власти. Если в среднем, то он где-то занял порядка 90%, если в среднем по субъектам Российской Федерации он составлял 80%. Конечно же, этого не радует, но в то же время мы не должны, как говорится, не то что расслабляться, а просто понимать, что у нас очень много задач, те задачи, которые нам ставит наш самый главный руководитель, президент Владимир Путин, да, руководитель нашего субъекта Сергей Валерьевич Аксенов. И все-таки понимание того, что наш многонациональный народ, который здесь проживает в Крыму, достоин лучшего и качественного проживания, мы в этом только должны способствовать и делать максимально все, чтобы это так и было. Ленур Азизович, 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, и на последнем заседании Совета по межнациональным отношениям президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею подготовки федерального закона, который позволит сохранить языки коренных малочисленных народов. Что в этом направлении реализуется именно в Крыму? И какие мероприятия проходят? Да, вот как раз об этом я немного вам сказал, о том, что у нас сейчас максимально, мы сейчас работаем с караимами, крымчаками, с нашими региональными объединениями. И ряд мероприятий уже прошел на базе Государственного комитета. Была передача у нас как раз-таки тоже на базе нашего медиацентра проведена. Сейчас мы говорим о том, чтобы максимально все-таки знакомить с культурой и традицией этих наших малочисленных народов. И уже, конечно же, более на законодательном уровне здесь будет уже наш уважаемый депутат Государственной Думы Руслан Исмаилович Бальбек подключаться в том, чтобы мы совместно все-таки на научном и на юридическом уже уровне закрепили все эти вопросы к отношению наших малочисленных народов. Ленур Азизович, хотелось бы поговорить о вашем диалоге с народом. Как ведется диалог с общественностью у вас? Насколько оперативно реагируете на обращения о важных социальных проблемах? Одна из первых и приоритетных задач, которая была поставлена Сергеем Валерьевичем Аксеновым, когда я только заступил на должность, это обращение граждан. И вообще самый реальный диалог с нашими гражданами. Поскольку
информирования населения о процессах, происходящих в республике, и в частности в тех местах компактного проживания или вообще в населенных пунктах, где проживают наши граждане, оно должно быть максимально всегда открыто, прозрачно. Ну, и сам комитет, в том числе я как руководитель, открыт для диалога постоянно. Диалог налажен. Ленур Азизович, чок сау за то, что пришли и ответили на все наши вопросы. Сазгеда Саунас, спасибо за приглашение. Всегда готовы участвовать в ваших программах и, конечно же, доносить ту работу и ту информацию, которую мы делаем для наших крымчан. На этом у нас все. Следите за нашими эфирами.